Долгожданное и грандиозное событие свершилось. Состоялось региональное включение в сетки вещания двух радиостанций «Дача» и «Шансон». Напомню, что до этого момента на волнах был только московский эфир. Это яркое событие, свидетельствующее о реализации очередного масштабного проекта, который стал возможен благодаря заключенному соглашению и личной договоренности между главой республики Махмудом Али Калиматовым и предпринимателем и основателем группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым в обеих современных студиях со всем новейшим оборудованием, где созданы все технические условия для трансляции живых концертов, уже приступили к работе ведущие. В Магасе 12 часов ровно, в студии Ахмед Хашагульков. Здравствуйте. Прямо из студии с новостями федеральной, северокавказской и региональной повестки на частоте 96,5 FM на радиостанции «Шансон» в эфир выходит Ахмед Хашагульков. Отсюда на Ингушетию и соседние республики вещают как старые добрые, так и новые хиты популярных шансонье, полюбившиеся преданной аудитории. Разговор на «ты» со своими слушателями ведет и другой соведущий Гапур Дугаев. Я уже много лет работаю в этой сфере, в сфере радио. Работал во многих студиях. То, что я здесь увидел, то, что здесь есть, этого нет нигде. И поверьте мне, даже, наверное, в Москве нет подобной студии. Здесь абсолютно все для того, чтобы ты работал. Абсолютно все. Все сделано от А до Я, чтобы ты ни о чем не думал, кроме как о работе. Крутейшая студия, крутейшая атмосфера. Такого нет нигде. И я рад, что я и ребята, мы работаем в таких условиях, которых нет нигде. На Кавказе это раз, да и в России в целом. И это это гордость. Гордость, что у нас в регионе, благодаря Микаилу Сарбековичу, запустили подобные студии, где у людей, у молодых ребят, у кого в будущем будет желание работать в этой сфере, у них есть возможность. У нас такой возможности не было. Мы работали на коленках фактически. У них есть возможность сразу начать работу в крутой студии с крутым оборудованием. Собственно, точно такую же атмосферу в соседней студии создают Ами Амер и Белла Базоркина. Заставки, перебивки и отбивки. Что такое джингл, лайнер и подложка? Не столь важны термины, которые звучат здесь, сколь сама атмосфера. Уникальнейшая студия просто восхищает своим антуражем, со всей цветовой гаммой, со всем новейшим передовым оборудованием. Получится ли вещать что-то еще помимо позитива? Привет, радиодача Магаз, с вами Ами Амер, и в эфире вновь звучат любимые песни, согревающие душу. А сейчас путешествие во времени в эпоху ярких шлягеров и неповторимых голосов. Только что прозвучала чарующая, трогательная композиция Аллы Рид на перекрестке между строк, мелодия, наполненная ностальгией и легкой грустью, напоминающая о вечных ценностях и важных жизненных решениях. Эта песня как теплый плед в холодный вечер, как воспоминание о летнем закате. Далее вас ждут не менее чарующие песни в исполнении группы «Фабрика», Николая Трубача и Анны Асти. Слушайте радиодача Магаз, и пусть любимая музыка всегда будет с вами. Меня зовут Ами Амер. Всем привет-привет! Радиодача транслируется на частоте 92,2 FM. Пока жители настраивают свои радиоприемники, мы напомним главные цели трансляции радиостанции. Объединение всех своих слушателей главными ценностями. Доброта, любовь к своей семье, своим близким и к любимым хитам. Радиодача. Благодаря Микаилу Гуцериеву состоялось формирование команды местных специалистов, которые уже начали формировать сетку вещания. Отделы информационных и музыкальных редакторов. Планирование эфира. На радиостанциях созданы рабочие места, также для продюсеров шоу, выпускающего редактора, программного директора. Огромную благодарность, конечно же, хотелось бы выразить Микаилу Сафарбековичу за стажировку в Москве. Мы обучались и стажировались у одних из самых лучших диджеев Москвы, осваивали и творческую часть нашей работы, и техническую. Это очень здорово, что мы имеем возможность развиваться в профессиональном плане. Мы сейчас стали лучше, уверенней. Ребята, наши коллеги с радио «Дача» и радио «Восток» на самом запуске, на самом начальном этапе тоже приехали сюда, в Ингушетию, поддержали нас, помогли. Это здорово, что у нас есть такая возможность работать в такой красивой, светлой, уютной студии, где все оборудовано по последнему слову техники. Я думаю, что у нас будет большое будущее. Мы со своей стороны, ребята, диджеи, будем всячески анонсировать в своих соцсетях, привлекать как можно больше слушателей для того, чтобы наше радио стало самым популярным и самым лучшим.
Радиостанции входят в медиахолдинг «Крутой медиа», который формирует индустрию радио в стране более 20 лет. По сути, это один из крупнейших радиохолдингов в России, которым владеет меценат и президент группы «Сафмар» Микаил Гуцериев. Радиостанции представлены во всех уголках нашей страны. В зоне уверенного приема более 3000 городов и населенных пунктов России и стран ближнего зарубежья. Кроме того, на радио планируется создавать местный контент и плейлисты с региональными исполнителями, а это 30% эфира, что дает огромный толчок и большие возможности для продвижения ингушской культуры, истории и, конечно, творчества даже за пределами республики. Сегодня мы стали свидетелями реализации очередного масштабного проекта в Республике Ингушетия, который стал возможен благодаря заключенному соглашению между главой Республики Ингушетия Климатовым Махмуд Али Макшариповичем и основателем фонда «Сафмар» Гуцериевым Микаилом Саварбековичем. В конце прошлого года, как многие зрители уже видели, было официальное открытие филиала. Это был тестовый эфир, и были определенные наработки и строились планы, как работать и что будет заключаться в концепции пока 2 радиостанций, которые уже запущены и действуют в Ингушетии. Это радио «Шансон» и радио «Дача». Основные пункты, скажем так, назову основные 2 задачи. Это первое, конечно же, поднять на существенно новый уровень медиасферы нашей республики, родной Ингушетии. И второе, это посредством филиала рассказывать о традициях, культуре, обычаях жителей Ингушетии и создать все условия для молодежи, именно для саморазвития молодежи, чтобы наши радиостанции стали некой площадкой для реализации их определенных инициатив. Ну и, конечно же, консолидация общества и добрососедства. Хочу еще раз поблагодарить владельца медиахолдинга «Крутой медиа» Гуцериева Микаила Саварбековича за такой действительно грандиозный большой подарок для Республики Ингушетия. Это действительно неоценимый подарок и вклад в развитие медиасферы Северного Кавказа и нашей любимой республики. Открытие 2 радиостанций «Дача» и «Шансон» и их тестовый запуск состоялся в конце декабря. Разделили грандиозные события со всей республикой те, кто в первую очередь причастен к этому. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов и президент группы «Сафмар» Микаил Гуцериев, перерезав ленточку, инициировали серьезный скачок обеспечения региона профессиональными, высококвалифицированными кадрами. А это в первую очередь журналисты и менеджеры с постоянным саморазвитием, повышением рабочих навыков, благодаря и передовым технологиям, которыми оборудованы радиостанции. 30% будет местного контента, 70% будет федеральный контент. Вещание распространяется на все близлежащие регионы практически и на всю Ингушетию. Вот мы планируем, в принципе, приступить к работе. И... У нас там Малгобек, там чуть позже, да? Там Или все сейчас? готово. Там все висит. Все хорошо, будет вещать. Голос Ингушетии будет слышен в Чечне, Грозный, Владикавказ, Беслан, Нальчик. Тогда руководитель субъекта Махмуд Али Калиматов, президент группы «Сафмар» Микаил Гуцериев ознакомились с внутренним убранством радиостанций «Дача» и «Шансон». Важно, что все это было создано за 3 месяца, так что новости, новые хиты и приятное настроение от ведущих программ достигнет даже высокогорного Байни и Джайрахского района. Это очень любимая радиостанция, очень долго она существует на федеральном радиорынке. Вот. Миллионы. Да. Вся эта прекрасная студия со всеми своими техническими возможностями. У нас в Москве даже нет. В Москве, да? У нас и сами. Ну вы так не говорите. Образование, стремление к саморазвитию и добрые помыслы как путь к светлому будущему молодежи не раз подчеркнули как глава республики Махмуд Али Калиматов, так и президент группы «Сафмар» Микаил Гуцериев, отвечая на вопросы представителей СМИ. Это рабочие 2 студии. Они мирового масштаба по качеству, оборудованию. И все это предложение и формат этого всего придумал и претворяет в жизнь Микаил Саварбекович. Оценить это сложно. Я радуюсь каждому доброму делу, что у нас происходит в республике. Но столько сделал, вот, внесли вклад, и в будущем еще внесут. Проекты же есть, Михаил Саварбекович? Да. Понимаете? Но если, давайте, цифру я вам назову. Более 7 миллиардов рублей за неполных 2 года сюда вложены. Фондами,
как инвесторами. На этом рождается уважение и любовь к людям, друг к другу. Понимаете? Вот это и приносит сегодня каждый участок работы, который Михаил Саварбекович определяет в нашем субъекте. Это музыкально-развлекательная программа. Это, без сомнения, вне политики. В политике мы не участвуем. Политикой занимается наш уважаемый Махмуд Али и его команда. Мы же только способствуем, помогаем. И это будет очень много новых интересных программ. Я в этом убежден. Нужно идти к свету, нужно образование. Нужен процесс непрерывный, самообразование. Непрерывный, то есть свет. К свету идти, а не в темную комнату. Вот я им желаю искать свет, все время заниматься самообразованием. И в один день щелкнет и включится свет в этой черной комнате. Поэтому, если ты хочешь добиться чего-то для себя, для своих близких, для своей родины, для своей страны, для своего народа, для своей культуры, ты должен непрерывно самообразовываться. Открытие филиала крупнейшего радиохолдинга «Крутой медиа» в Ингушетии с 2 радиостанциями «Дача» и «Шансон». Как выяснилось, еще не все. Планируется запуск дополнительно к 2 существующим радиостанциям. 2 радиостанции – это Лав Радио и Радио Восток. Уникальность, они все, каждой радиостанции по-своему уникальны, но в данном случае Лав Радио и Восток Радио, они более, скажем так, молодежные. Поэтому после запуска этих радиостанций мы существенно расширим нашу возрастную группу слушателей, что позволит расширить, скажем так, не только медийную сферу, но и, возможно, рекламный рынок. Благодаря Микаилу Гуцериеву уже сейчас, важно отметить, Ингушетия говорит, а значит, о республике слышат. Адам Мережков, Маутгирья Хильгов, Магаз 24.